Здравствуйте, дорогие наши друзья, наши помощники и подписчики. Благодаря вашей поддержке мы смогли забрать самоеда из ППБЖ. Мальчик в ужасном состоянии. Он истощен, и шерсть у него сваленная, как валенок. Маленький такой. Ой, трусишка. Ой, трусишка, ты мой маленький трус. Лапу дай, сына. Дай лапу. Чухлёсий такой. Мальчик. Ростом где-то 53 в холке есть. Молоденький. На спине обнаружилась рана или проплешина. Мы так пока и не поняли, что это такое. По его состоянию абсолютно понятно, что жил он сам по себе, без любви и заботы. По возрасту он молодой, но выглядит так, как будто бы прожил очень тяжелую и долгую жизнь. Понятно, что ухода, нормального питания у него не было совсем. Назвали мы его Даймонд или просто Даня. И сейчас у него появился шанс. Есть местечко на рейс в Москву, а это реальный путь к новой и счастливой жизни. Нашему Дане жизненно необходима ваша помощь на билете, чтобы он смог улететь в Москву. По прилету нужно будет обязательно пройти обследование, сдать анализы, понять, что у него за рана. Аллергическая это реакция или, может быть, из-за состояния шерсти кожа сопрела. Вот это нам нужно будет выяснить обязательно. Самоеды требуют особого ухода за шерстью, и нам обязательно нужно будет сводить его в груминг-салон. Наш Даня, к сожалению, уже прошел путь через ад. Друзья, давайте все вместе подарим ему билетик. Любая сумма, любая ваша помощь – это шаг к его спасению. Без вас мы просто не справимся. Друзья, у нас очень хорошие новости. Благодаря вашей поддержке 4 хвостика из Барагонского ППБЖ получили шанс вырваться из этого концлагеря. Мы смогли их забрать, и теперь они в безопасности. Вот только что приехали с села Барагонцев, Республика Саха-Якутия. Есть такой поселок Барагонцы. Мальчик, овчарочка, девочка, черный мальчик. Вот такие вот сладушки приехали. Ростом он 65 в холке. Вообще худенький, прихуденький. Да, сына? Вон, видите, скелет. Но это только начало их пути к счастью, к новой жизни. Сейчас они вытянули очередной счастливый билетик. У нас есть места на вылет в Москву, причем авиакомпания «Якутия». Это самый бюджетный вариант из возможных. И упустить этот шанс просто нельзя. Мы стараемся быть максимально рациональными и экономить каждую копейку. Но вылет сразу 4 хвостиков – это огромные расходы, которые нам, конечно же, не потянуть в одиночку. Хвостики уже освоились на передержке. Надежда рассказывает, что они очень все добрые и контактные. Но настрадались они настолько, что до сих пор не могут наесться и напиться. Все хотят домой. Ну, конечно, ты самый худенький, да. Больше всех хочешь домой. Да. Спасибо передайте Инессе, Анжеле, что вас забирают в Москву на пристройство. Найдут вам мам и пап. И так внимательно вы слушаете меня, да? Ну, конечно, вам найдут, да. Обязательно. Вот такие вот барагонские собаки с приюта Барагонского, Республика Саха-Якутия. Дети, дети. Вот сыночка. Молоденький, до 1,5. Вот девочка до 2 лет примерно. Спокойная, адекватная. Вот мальчишка. Но у него шерсть такая коротенькая. Он, видать, помесь амстафа. Явно с лайкой, конечно. В деревне кто может быть? Да, лайка может быть. Вот такой адекватный, спокойный масик. И вот, который больше всех кушать просит, конечно. Сейчас накормим.
Сейчас накормим, конечно. Да, сына? Сына, добрый, года 4, худющий да худющий, кожа до кости. Несмотря на весь пережитый ужас, у них абсолютно нет ни капли агрессии, только безграничная преданность и надежда на человека. После такого содержания, как в Барагонском приюте, ну, приют это, конечно же, в кавычках, здоровье собак, безусловно, подорвано. Мы это прекрасно понимаем. Практически у каждого первого проблемы ЖКТ, гастриты. И по прилету в Москву нам необходимо будет провести полное обследование и, кому потребуется, лечение, чтобы они могли начать новую здоровую жизнь. Сейчас судьба этих 4 спасенных барагонских хвостиков зависит только от нас с вами. И мы очень просим, мы просто умоляем вас помочь нам оплатить их перелет и подготовить хвостиков к новой жизни. Любая сумма – это вклад в их спасение. Поддержите наших спасенышей, сделайте репосты, ведь чем больше людей узнает об этих малышах, тем быстрее мы соберем нужную сумму. А они очень ждут вашей помощи.